27 сентября 1990 года в Якутии была провозглашена Декларация о государственном суверенитете, которая утвердила самостоятельность республики в осуществлении государственной власти на своей территории как субъекта Российской Федерации, а также ее право по своей воле и на основе своих интеллектуальных и природных ресурсов решать вопросы общественно-политической, социально-экономической, национально-культурной жизни. Ежегодно республика торжественно отмечает эту дату, ставшую для всех официальным праздником, символом начала становления и формирования Демократической Республики Саха-Якутия. Именно с данной даты начинается отсчет новой истории республики. 27 сентября 1990 года Верховный Совет Якутской АСР объявил о преобразовании автономии в Якутскую Саха-Советскую Социалистическую Республику в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 27 декабря 1991 года Верховный Совет Якутской Саха-ССР принял постановление о переименовании республики в Республику Саха-Якутия. Законом от 21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов Российской Федерации внес новое наименование республики в Российскую Конституцию. Данное преобразование и праздник связан с именем первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева и его соратников, которые в сложные 90-е годы XX века отстаивали интересы родного края и боролись за единство и сохранение целостного российского государства. Становление государственности Якутии имеет глубокие исторические корни. 1632 год. День основания Ленского острога является датой вхождения Якутии в состав России и начала формирования государственных элементов управления и становления вопросов местного населения о правах и свободах на самоуправление. Основные исторические события связаны с именами выдающихся исторических деятелей. Первой официальной формой национальной государственности Якутии явилась образованная 27 апреля 1922 года Якутская автономная советская социалистическая республика. Одним из выдающихся государственных общественных деятелей, внесшим вклад в развитие идей самоуправления, является великий сын народа Саха, основоположник якутской литературы, носитель глубоких социально-философских воззрений Алексей Елисеевич Кулаковский Эксекулях, который создал идейный фундамент современного жизнеустройства, развивал идеи государственности. Василий Васильевич Никифоров-Кулюмнюр являлся одним из основоположников земского движения в Якутии, имел свои взгляды на вопросы реформирования самоуправления в Якутской области, выступал за введение общесибирского земства, являлся организатором Союза якутов и народцев. Программа Союза была направлена на защиту политических, экономических прав, развитие культуры народа Саха в состав Российской империи. После Октябрьской революции 1917 года молодая якутская интеллигенция, вдохновленная мыслью о возрождении нации, начала активно реализовывать идеи государственности. Максим Амосов, Платон Аюнский, Степан Аджаков и Сидор Барахов поставили перед руководством страны вопрос о создании автономной республики. Провозглашение Якутской ССР имело определяющее значение в жизни народов Якутии. Образование автономной национальной республики стало не менее значимым событием наряду с вхождением Якутии в состав российского государства. В Якутии в статусе автономной республики в составе РСФСР произошло стремительное социально-экономическое развитие, значительный рост благосостояния населения, повышение культурного и образовательного уровня. Республика из отсталой окраины Российской империи стала индустриально-аграрным регионом с развитой горнодобывающей промышленностью и товарным сельским хозяйством. Для формирования новой Якутии, становления новой социально-политической и экономической системы республика должна сохранить
приверженность курсу укрепления государственности, усиления экономической самостоятельности и социальной защиты граждан, совершенствование духовности сферы. Одна из важнейших задач – постепенная переориентация всей внутренней политики республики на достижение главной цели – обеспечение роста благосостояния, достаточного уровня жизни людей, живущих в богатом, но суровом крае.